190 единиц техники. Право открывать парад предоставлено военнослужащим первой гвардейской краснознаменной танковой армии, которой командует генерал-лейтенант Сергей Кисель, на лучших танках Великой Отечественной войны Т-34-85. За годы войны первая танковая армия несла достойный вклад в разгром вражеских соединений. Возглавляет парадный расчет легендарных 34-ок капитан Сергей Громов. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна под командованием капитана Ивана Роженко 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на бронированных автомобилях повышенной защищенности «Тайфун ПВО» и «Тайфун ВДВ» с боевыми модулями дистанционного управления. Проходит колонна 15-го гвардейского Шавлинского мотострелкового полка Таманской дивизии под командованием майора Дмитрия Цыганова. В ее составе боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и новое поколение тяжелых БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха». В составе парадного расчета 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады основная боевая машина пехоты БМП-3. Возглавляет парадный строй майор Игорь Матвеев. Боевая машина стала надежной опорой мотострелков при ведении боевых действий в любых условиях. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М первого гвардейского Чертковского танкового полка имени маршала Катукова Таманской дивизии. Командует парадным расчетом капитан Расим Тагиев. За годы войны полк награжден 6 боевыми орденами. На брусчатке колонна танков Т-80 БВМ с газотурбинным двигателем 200-й отдельной мотострелковой бригады. Возглавляет парадный расчет капитан Александр Корнишин. Сегодня танкисты надежно стоят на страже арктических рубежей нашей Родины. На Красной площади парадный расчет современных образцов российской бронетехники 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады под командованием майора Константина Усольцева. В составе расчета танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». На брусчатке Красной площади боевая техника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации. Под командованием подполковника Алексея Ярукова проходит дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На боевом знамени бригады 7 орденов, в том числе орден Александра Невского, полученных за освобождение Новороссийска, форсирование Днепра, Одера и взятие Берлина. На Красной площади дивизион модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» 439-й гвардейской Перекопской реактивной артиллерийской бригады. Возглавляет парадный строй капитан Вениамин Пряткин.
Военнослужащие бригады продолжают славные традиции боевых расчетов легендарных «Катюш». Ствольную артиллерию представляет колонна 152-мм самоходных гаубиц МСТА-С и коалиция СВ 236-й артиллерийской бригады. Командует парадным расчетом майор Виталий Толочко. Уникальная система управления огнем и высокие технические возможности позволяют артиллерийским системам поражать цели с максимальной точностью и скорострельностью. На Красную площадь выдвигается парадный расчет частей противовоздушной обороны сухопутных войск. Командует парадным строем майор Сергей Орехов. В составе расчета зенитные ракетные комплексы ТОР-М2 гвардейского Тарнопольского полка 4-й Кантемировской дивизии и БУК-М3 53-й зенитно-ракетной Берлинской бригады. Современные зенитные ракетные комплексы позволяют отражать удары любых средств воздушного нападения. На марше зенитные ракетные комплексы воздушно-космических сил. Открывает прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» 612-го гвардейского Киевского полка под руководством майора Сергея Шишкина. За успешное выполнение задач полк награжден 5 боевыми орденами. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 93-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Андрея Жильцова. Боевые характеристики комплекса С-400 «Триумф» делают его лучшим в мире в своем классе систем противовоздушной обороны. Он способен поражать все средства воздушно-космического нападения. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск. Впереди парадный расчет 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии под командованием майора Дениса Бушкова. В составе расчета машины десанта нового поколения БМД-4М. По своим скоростным качествам, огневой мощи, возможности десантирования с различных высот, боевая машина не имеет аналогов в мире. Под знаменем 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка проходит парадный расчет модернизированных многоцелевых бронетранспортеров ВТР-МДМ «Ракушка». Ведет колонну капитан Ильдус Алтынбаев. На марше колонна модернизированных тяжелых огнеметных систем залпового огня ДОС-1А первой мобильной бригады войск радиационной, химической и биологической защиты. Возглавляет колонну капитан Дмитрий Дмитров. На брусчатке Красной площади колонна боевых и транспортно-заряжающих машин инженерной системы дистанционного минирования первой Брестско-Берлинской инженерно-саперной бригады. Возглавляет колонну подполковник Дмитрий Нуриддинов. Система дистанционного минирования оснащена современным комплексом управления, позволяющим оперативно создавать минные поля любой сложности.
Красной площади представлены робототехнические комплексы огневой поддержки «Уран-9». Возглавляет парадный расчет майор Алексей Кукушкин. Представленные комплексы прошли успешные испытания в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике. Вооружение робототехнического комплекса позволяет решать все задачи на поле боя, стоящие перед общевойсковыми подразделениями. На Красной площади колонна многоцелевых автомобилей повышенной проходимости и защищенности «Тигр-М», «Патруль» и «Тайфун-К» военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Колонну возглавляет майор Павел Максимов. Бронеавтомобили предназначены для выполнения военной полицией боевых и специальных задач. Мимо трибун проходит специальная техника войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет колонну майор Алексей Червев. В ее составе бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал», которые позволяют решать служебно-боевые задачи в сложных условиях обстановки. На Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Роман Нарожнов. Возможности ракетного комплекса «Ярс» позволяет осуществить гарантированный запуск с преодолением любой системы противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Начинается авиационная часть парада. Открывает воздушный парад группа в составе 3 вертолетов Ми-26. Ведущий группы майор Игорь Чигаев. В воздухе группа из 5 вертолетов Ми-8 АМТШ. Возглавляет группу подполковник Николай Сергеев. Продолжают парадный строй ударные вертолеты Ми-35М и Ми-24. Ведущий группы подполковник Геннадий Голяков. В небе 5 разведывательно-ударных комплексов К-52. Ведущий группы полковник Василий Клещенко. В воздухе пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28М. Ведущий группы подполковник Эдуард Казачек. В небе Москвы отряд из 3 военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Возглавляет группу майор Михаил Краснов. Летчики майор Андрей Извеков и майор Иван Дорофеев демонстрируют дозаправку стратегического ракетоносца Ту-95 от воздушного танкера Ил-78. Дозаправка ракетоносца Ту-160 позволяет ему выполнять боевую работу в любой точке мира. За штурвалами самолетов подполковник Руслан Хамитов и майор Михаил Мишин. Парад
парадном строю сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 под управлением майора Артура Петренко. Его сопровождает 4 самолетов оперативно-тактической авиации. В воздухе 4 современных многоцелевых истребителей Су-35С. Возглавляет группу подполковник Алексей Шкарупа. В строю модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М. Ведущий группы подполковник Герман Анахов. В небе группа тяжелых истребителей МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ведущий группы майор Алексей Беличенко. Пролетает строй истребителей 5-го поколения Су-57. Ведущий группы подполковник Владимир Володков. В воздухе группа из 10 самолетов в боевом порядке тактическое авиационное крыло. В ее составе бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Ведущий группы полковник Юрий Грицаенко. В небе уникальный кубинский бриллиант в составе пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Замыкают парадный строй воздушно-космических сил России 6 самолетов-штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. В финале военного парада сводный оркестр исполнит песню «Победа остается молодой».